Глава 2. Его университеты. Эпиграфы. Осип Мандельштам сказал Анне Ахматовой о Льве Гумилеве: «Вам будет трудно уберечь его. В нем есть гибельность». Яковлева-Шапорина. В 1929 году вернулся в Ленинград к матери и окончил 67-ю среднюю школу в 1930-м. Лев Гумилев. Глава 2. 1. Недобрый, но любимый город. В нелегкое время вернулся Л.Н. в Ленинград. Он сам пишет «вернулся», потому что был здесь когда-то с отцом, пусть совсем недолго. В 1926 году на побывке у матери, а скорее у Лукницкого. Кому нужен здесь был провинциальный мальчик со своими фантазиями, очень домашний, да еще с таким клеймом, как сын расстрелянного? Матери? Это спорно. Она была занята своими переживаниями, личными и творческими. Тем не менее, суровый город быстро стал его любимым, оставался мечтой в долгой лагерной жизни. В 1955 году из Омлага Л.Н. напишет: «Мне кажется, что лучшего места на земле нет. Климат замечательный, улицы красивые, Нева, библиотеки, музеи. Ну чего еще надо? Очень хочу домой». Примечание. Письмо Л.Н. Анне Ахматовой. 9 февраля 1955 года. Конец примечания. Жили они с А.А. бедно. Герштейн рассказывает: оба ослабли от голода. Даже курева не на что было купить. Потом они, видимо, заняли у кого-то из знакомых немного денег. Тем не менее, Лева сдал последний экзамен на 3, потому что у него от голода кружилась голова. Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир, 1993 год, номер 11, страница 160. Конец примечания. Судя по последней фразе «сдал экзамен», дело было в 1934 году. Герштейн дала изумительно четкое и жесткое определение всей ситуации, в которой находился Лева, любимый ею человек. «Уже давно, — пишет она, — я была потрясена зрелищем его жизни, в которой ему не было предусмотрено на земле никакого места». Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир, 1993 год, номер 11, страница 155. Конец примечания. Действительно, никакого места. Москву он не любил. Увидев столицу в период реконструкции ее центра, заметил, мало ли в России пустырей. И Москва была к нему достаточно жестка. Столичные друзья Анны Андреевны тяготились ее частыми приездами туда и только делали вид, что ценят Л.Н. Опять же, по свидетельству Герштейн, Мандельштамы были недовольны приездом Левы, с которым, кажется, мемуаристка у них и познакомилась, и в первые дни после отъезда Анны Андреевны и у Нади, и у Осипа Эмильевича прорывалось какое-то раздражение против нее. Осип Эмильич, пишет Герштейн, сочинил на меня и Леву злую эпиграмму, которую мне сам Лева прочел. Я со своей стороны открыла Леве, что Надя называет его кретином. Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир. 1993 год. Номер 11. Страницы 156-157. Конец примечания. Злоба Мандельштамов выплескивалась за пределы столицы и достигала Ленинграда. Брат Осипа, Евгений Эмильич, у которого остановилась Эмма, услышав, как она звонила на Фонтанку, заметил: «Вы говорили с сыном Анны Андреевны? Остерегайтесь его. У него могут быть нехорошие знакомства. Вообще, я бы не хотел из моей квартиры». Примечание. Герштейн. Лишняя любовь.
Новый мир, 1993 год, номер 11, страница 159. Конец примечания. Неприятные слухи доходили даже до незнакомых Мандельштаму людей. В 1937 году Эмма жила у своих родственников, врачей. Последние поинтересовались тем, у кого она бывает. Герштейн назвала среди прочих и Ахматову, на что ей было сказано: «У Ахматовой? О, избегай ее сына!» Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир, 1993 год, номер 11, страница 159. Конец примечания. А еще говорят, что интеллигенция – только страдавшая сторона в тот страшный год. Легко было предсказывать великому поэту: в нем есть гибельность. Они же и добавляли, помогали реализовывать, так сказать, эту гибельность. Глава 2. Второе. Злой гений Льва Гумилева. Эпиграф. Если бы я не был так ничтожен, но я труслив, слаб и изворотлив. Пунин. Мог ли Лев спокойно, нейтрально воспринимать третьего мужа Анны Андреевны, Николая Николаевича Пунина? Думается, нет. И дело не только в откровенной и нескрываемой неприязни самого Пунина к нему. Обычно Пунин фигурирует как профессор, крупный искусствовед, жертва сталинских репрессий. Все это в основном верно. Верно и то, что жизнь его закончилась трагически. В 1953 году в концлагере Абезь на севере. Странная игра судьбы напоследок свела его там с одним из евразийцев, Львом Корсавиным. По свидетельству солагерников, оба сохраняли какую-то стоическую силу. Думается, взрослый Лев Гумилев знал и другое, для него не менее существенное. В 1918 году Пунин был официальной фигурой в России и очень немалой, заместителем Народного комиссара просвещения РСФСР Луначарского. Это бы ладно, чего не случалось в те годы. Но я думаю, что Лев Гумилев знал заметку «Донос Пунина» на своего отца. Мне и говорилось, с каким усилием, и то только благодаря могучему коммунистическому движению, мы вышли год назад из-под многолетнего гнета тускло изнеженно-развратной буржуазной эстетики. Признаюсь, я лично чувствовал себя бодрым и светлым в течение всего этого года, отчасти потому, что перестали писать, или, по крайней мере, печататься, некоторые, так сказать, критики, и читаться некоторые поэты. Гумилев, например. И вдруг я встречаюсь с ними снова в советских кругах. Этому воскрешению я, в конечном итоге, не удивлен. Для меня это одно из бесчисленных проявлений неусыпной реакции, которая то там, то здесь, да и подымет свою битую голову. Заметка «Попытка реставрации» была напечатана в газете «Искусство коммуны», 1918 год, номер 1. Когда я начал искать что-либо интересное о Пунине, то наткнулся на статью о нем Михайловского. В ней отмечалось, что упомянутая газета издавалась меньше года, а у журнала «Изобразительное искусство», к которому Н.Н. имел отношение, вышел всего один единственный номер. Примечание. Михайловский. Пунин. Портрет в супрематическом пространстве. Нева, 1984 год, номер 6, страница 151. Конец примечания. Но донос даже в супрематическом пространстве не становится от этого менее зловещим. Первые встречи Пунина с Гумилевым были в дореволюционную пору. Мы жили тогда на планете другой, как пел позже Вертинский. Михайловский рассказывает, что в архиве Пунина хранится фотография, на которой заснят маскарад в Царском Селе.
Он был устроен дочерьми морского генерала Аренса, служившего при дворе, и проходил на берегу пруда в здании Адмиралтейства. С беспечной веселостью замерла перед фотографом костюмированная толпа, пишет биограф Пунина. Над молодыми лицами пудренные парики, затейливые шляпы. Легко преклонил колено перед Зоей Евгеньевной Аренс Николай Николаевич Пунин. Впереди на авансцене Николай Степанович Гумилев. Примечание. Михайловский, Пунин. Портрет в супрематическом пространстве. Нева, 1984 год, номер 6, страница 146. Конец примечания. Пунин и Гумилев встретились последний раз в августе 1921 года в следственном изоляторе ЧК на Гороховой, когда первый был ненадолго арестован. Одного вели на допрос, другого с допроса. У Гумилева в руках была Илиада Гомера, с которой он не расставался ни в далеких путешествиях, ни на фронте. Единственное, что успел сделать Гумилев, это показать книгу Пунину. Примечание. Михайловский, Пунин. Портрет в супрематическом пространстве. Нева, 1984 год, номер 6, страница 151. Конец примечания. Вряд ли юный Лев знал тогда этот эпизод. В 1929 году он приехал в Ленинград и из бежецкого тепла попал в крайне холодную, злобную обстановку фонтанного дома, где его мать была обозначена в пропуске как «жилец». Он был необходим, так как проходить в квартиру приходилось через вестибюль Дома занимательной науки. В квартире было тесно. Пришлось думать, где поселить бежецкого гостя. Решили постелить ему на сундуке, в длинном, идущем вдоль комнат коридоре. Пунин сразу насторожился по отношению к сыну Ахматовой. Быть может, ревновал его к матери, к Гумилевым, а скорее всего связывал с этим юношей новые хлопоты. Он открыто давал понять, что Лев семье в тягость, и что было бы совсем неплохо, если бы он подался обратно в Бежецк. Однажды, во время одного из объяснений Пунина с матерью, Лев случайно услышал, как тот раздраженно кричал: «Что же ты хочешь, Аня? Мне не прокормить весь город!» Примечание. Гумилев. Поводов для ареста не давал. Аврора, 1991 год, номер 11, страница 9. Конец примечания. Как при этой странной жизни впятером мог себя чувствовать Лев? Вспоминает Эмма Герштейн. Меня пригласили к столу, где собрались все. Николай Николаевич, его жена Анна Евгеньевна с Ирой, дочь Пунина, Анна Андреевна и Лева. Анна Евгеньевна с Ирой сидели на одном конце очень длинного стола, а Лева с Анной Андреевной на другом. Анна Евгеньевна молча опрокидывала в рот полную рюмку водки и только изредка подавала своим низким прокуренным голосом реплику «как ножом отрежет». По какому-то поводу говорили о бездельниках. Анна Евгеньевна вдруг изрекла: «Не знаю, кто здесь дармоеды». Лева и Анна Андреевна сразу выпрямились. Несколько минут я не видела ничего, кроме этих двух гордых и обиженных фигур, как будто связанных невидимой нитью. Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир, 1993 год, номер 11, страница 182. Конец примечания. Герштейн рассказывает, что жизнь у Пуниных становится невыносимой, так как Анна Андреевна лишилась пусть небольшой, но все-таки своей персональной пенсии, которую она получала за заслуги перед русской литературой. Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир. 1993 год. Номер 11. Страница 175. Конец примечания. Характеризуя состояние Пунинского дома, Герштейн писала: «Какая-то тоска на Фонтанке, недовольство Левой». Примечание. Герштейн. Лишняя любовь.
Новый мир, 1993 год, номер 11, страница 185. Конец примечания. Допустим, что Эмма Герштейн пристрастна, поскольку она любила Леву. Но вот записки Лидии Чуковской, правда, о периоде после развода А.А. с Пуниным, в которых сохранены следующие слова Анны Андреевны о своем третьем муже. «Ходит раздраженный, злой. Он скуп. Слышно, как кричит в коридоре: слишком много людей у нас обедают. А это все родные, его и Анны Евгеньевны». Когда-то за столом он произнес такую фразу: «Масло только для Иры». Это было при моем Левушке. Мальчик не знал, куда глаза девать. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 1, 1938-1941 годы. Москва, 1997 год. Страница 38. Конец примечания. Дело не только в отношении Н.Н. к Льву. Не мог же 22-летний человек не видеть и другого. Отношение Пунина к А.А. Она и сама вспоминала об этом так. «Странно, что я так долго прожила с Николаем Николаевичем. Но я была так подавлена, что сил не хватало уйти. Мне было очень плохо, ведь я 13 лет не писала стихов. Я пыталась уйти в 30-м году. Я осталась. Вы не можете себе представить, как он бывал груб во время этих своих флиртов. Он должен был все время показывать, как ему с вами скучно. Сидит, раскладывает пасьянс и каждую минуту повторяет: «Боже, как скучно! Ах, какая скука!» Чувствую, мол, что душа его рвется куда-то. И знаете, как это все было? Как я ушла. Я сказала Анне Евгеньевне при нем: «Давайте обменяемся комнатами». Ее это очень устраивало, и мы сейчас же начали перетаскивать вещички. Николай Николаевич молчал. Потом, когда мы с ним оказались на минуту одни, произнес: «Вы бы еще хоть годик со мной побыли». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 1, 1938-1941 годы. Москва, 1997 год. Страницы 152-153. Конец примечания. Моей задачей было лишь воссоздание обстановки, в которой жил юный Гумилев, а не осуждение или обеление А.А. и ее окружения. Вот еще характерный эпизод, говорящий о нищенском моральном облике известного искусствоведа. А.А. жалуется Лидии Чуковской: «Шумят у нас. У Пуниных пиршества, патефон до поздней ночи. Николай Николаевич очень настаивает, чтобы я выехала. Обменяли бы комнату». Нет, просто выехала. Знаете, за последние 2 года я стала дурно думать о мужчинах. Вы заметили? Там их почти нет. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, том 1, 1938-1941 годы, Москва, 1997 год, страница 17. Конец примечания. Под «там» имелись в виду тюремные очереди. В 1941 году А.А. еще жила в Фонтанном доме. Рядом вновь воссоединившаяся семья Пуниных. В июле и августе она даже стояла на дежурствах с противогазом. Но где-то в сентябре переселилась в писательский дом на канале Грибоедова к Томашевским. Хозяйка дома объясняла это так. Семья Пуниных перебралась в бомбоубежище Эрмитажа, а А.А. осталась одна в квартире, как петербургская тумба, говорила сама А.А. Примечание. «Звезда», 1994 год, номер 1, страница 104. Конец примечания. Все это было наказанием за отношение к сыну. Август 1935 года. Если не считать знакомства Л.Н. с органами в 1933 году, которое было мимолетным,
10 дней, то это было первым настоящим арестом. Вот как он сам рассказывал об этом. В число первых жертв с 3 студентами-историками попал и я. Тогда же был арестован и преподававший в университете Пунин. Все мы оказались в большом доме, в новом здании административного управления НКВД на Литейном. Примечание. Гумилев поводов для ареста не давал. Аврора, 1991 год, номер 11, страница 14. Конец примечания. Далее в рассказе Л.Н. следует примечательная деталь. Мама поехала в Москву через знакомых обратиться к Сталину с тем, чтобы он отпустил Пунина. Что это? Ошибка Л.Н. на старости лет? Везде говорится о хлопотах А.А. за сына. Вскоре нас выпустили всех на волю, поскольку был освобожден главный организатор так называемой преступной группы Николай Николаевич Пунин, продолжает Гумилев, и завершает этот сюжет страшной фразой. Пунин вернулся на работу, а меня выдворили из университета. В ту зиму я страшно голодал. Примечание. Гумилев поводов для ареста не давал. Аврора, 1991 год, номер 11, страница 14. Конец примечания. То, что история с освобождением была не очень красивой, следует из рассказа Герштейн. Она рассказывает, как к ней позвонила А.А. «Эмма, он дома». Я с ужасом: «Кто он?» «Николаша, конечно». Я робко: «А Лева?» «Лева тоже». Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир, 1993 год, номер 11, страница 166. Конец примечания. Лев жил уже не в фонтанном доме. Его пустил к себе приятель по имени Аксель, у которого он жил до самого ареста в марте 1938 года. Я спрашивала у него, вспоминает Герштейн, что представляет собой Аксель. Надо же кому-нибудь быть беспутным. Вот он беспутный, ответил Лева. Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир, 1993 год, номер 11, страница 181. Конец примечания. По ее описанию, холостяцкая комната Акселя выглядела так. На стене портрет Николая Гумилева, принадлежащий хозяину, его же грязная кровать, Лева спал на полу на медвежьей шкуре, в ящике комода валялись 2 заржавленные вилки и такой же нож. Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир, 1993 год, номер 11, страница 185. Конец примечания. Обедать Леве все-таки приходилось идти на Фонтанку, и там переживать все унижения. Университетские друзья Л.Н. помнят его рассказы о том, как вечно голодный и неустроенный он приходил в фонтанный дом, А.А. говорила гостям перед ужином: «Лева скоро уйдет». И тогда Анна Евгеньевна, вторая или первая, жена Пунина, подкармливала Леву на кухне. Если я заставала на Фонтанке Леву, пишет Герштейн, он всегда уходил вместе со мной. В общем, он был в развинченном состоянии. Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир, 1993 год, номер 11, страница 182. Конец примечания. Глава 2, 3. Экспедиционные университеты. Эпиграф. Июль 1930 года. Окончание средней школы. Сентябрь 1930 года. Декабрь 1930 года. Чернорабочий на службе пути и тока. Декабрь 1930 года. Март 1933 года. Коллектор ЦНИГРИ.
апрель 1933 года, январь 1934 года, научно-технический сотрудник ГИН А.Н. Сентябрь 1934, март 1938 года, студент из СТФАКа ЛГУ. Октябрь 1938 года, заключенный. Лев Гумилев. Примечание. Из личного листка по учету кадров. ЛГУ, 1960 год. ЦНИГРИ, Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный институт. ГИН А.Н., Геологический институт Академии наук СССР. Л.Н. работал в его четвертичной комиссии. Конец примечания. Понятно, что из этой обстановки фонтанного дома и нищей комнаты Акселя Л.Н. хотелось вырваться, да и работа-то его была достаточно скучной. Под службой пути и тока скрывалось Парголовское трамвайное депо, куда надо было ехать ни свет ни заря. О первых странствиях по стране говорится в личном деле Л.Н., в записке, составленной им самим, список экспедиций, в коих Лев Николаевич Гумилев участвовал. Но по ней тоже возникают вопросы, ибо за весь первый, так называемый ленинградский период его жизни, до ареста в 1938 году, поминаются всего-то 4 экспедиции. Крымская, 1932 год, 1933 год, Манычская археологическая, 1935 год и Саркельская археологическая, 1936 год. Президент Географического общества СССР академик Колесник в одной из юбилейных статей о Л.Н. заверял, что юбиляр прошел 21 экспедиционный сезон, а этот академик, я его хорошо знал, перепроверял каждую цифру. Между тем и весь так называемый авторский список экспедиций Л.Н. с экспедицией за 1932-1962 годы насчитывает всего-то 13. Где же раннее знакомство Л.Н. со Средней Азией? Где работа малярийным разведчиком в Таджикистане? Они точно были. Почему тогда Л.Н. не указывает их в своем списке экспедиций? Я нашел лишь один ответ. Он не включал экспедиции, в которых был для заработка. Так, Л.Н. сам говорил, что мало что смыслит в геологии, поэтому, когда он оказался в геологической экспедиции в Прибайкалье, 1936 год, то читал охотно Апулея, а геолого-разведочного дела не читал. Еще в 1933 году Л.Н. жаловался: «Моя дорога проходила по крымским сопкам, которые похожи на бородавки и на которых скучно, как на уроке политграмоты». Примечание. Дашкова. Лев Гумилев. Начало 30-х. Мера. 1994 год. Номер 4. Страницы 96-98. Конец примечания. Скучно было не везде. Как он сам рассказывает, ходил на так называемый «рынок рабов» в Апраксин двор, где набирали на работу к геологам в институт. Шел 1931 год. Его взяли в Забайкальскую экспедицию искать слюду. После Парголовского трампарка и это было праздником. Вот что вспоминает об одной из экспедиций Л.Н. ее участница Анна Дашкова, такая же, так сказать, социально обреченная, поскольку ее отец был белым офицером. В Прибайкалье Леву привлекала романтика длинных переходов, смена ландшафтов, контрасты рельефа. Он был рассеян на маршрутах, но добросовестно выполнял все задания. Если доводилось быть с Левой в совместных походах, то можно было слышать стихи, произносимые им тихо, как бы про себя. Стихи отца, но иногда и незнакомые, возможно, его собственные, навеянные красотой природы, отрешенностью от обыденного, безмятежным покоем души. Особенно интересны были рассказы Левы у таежных вечерних костров. Он очень заметно отличался от своих молодых коллег широкой осведомленностью по многим вопросам, особенно в области литературы, выделялся также и воспитанием.
хотя внешне выглядел простаком. Дашкова сохранила нам и описание того, как выглядел он в ту пору. На нем был черный картуз с надломленным козырьком, по его выражению приказчицкий, поверх которого он надевал накомарник, весьма потертый пиджак с выцветшей штормовкой под ним, схожие с пиджаком брюки и видавшие виды кирзовые сапоги. Но самым примечательным был брезентовый плащ. Плащ был явно не по росту, но тем-то привлекал Леву, возможно, сходством с армейской шинелью. Примечание. Дашкова, Лев Гумилев, начало 30-х. Мера, 1994 год, номер 4, страница 98. Конец примечания. Надо заметить, что Л.Н. хорошо относился к Дашковой. В письмах 1933-34 годов присутствуют такие обращения: «Светлая радость Анжелина», «Дорогая Анечка». Он посвящает ей стихи, пишет, что завидует ей, попавшей потом в Таджикистан, а потом в Ленинград. «Передайте привет Александровской колонне». Примечание. Дашкова, Лев Гумилев, начало 30-х. Мера, 1994 год, номер 4, страница 98. Конец примечания. Он завидовал таджикской экспедиции Анны, потому что в 1932 году уже побывал там с гельминтологами, как он сам писал, малярийным разведчиком. Это была комплексная экспедиция ТКЭ под руководством весьма известного в стране человека Горбунова. В 1917 году секретаря первого совнаркома, а позже исследователя Памира, академика. Вообще, в ту пору неформальный штаб, руководивший экспедициями на юг и на крайний север, был весьма внушительным. Для их подготовки в Европейской, Ленинград, собрались сам Горбунов, Вавилов, Ферсман, Губкин, позже открыватель второго Баку. Примечание. Лукницкая. «Перед тобой земля». Ленинград, 1988 год, страница 147. Конец примечания. Но почему Льва так манил Таджикистан, пусть даже в экспедиции, не имевшей ничего общего с историей или этнографией? Давняя с детства тяга на восток? Дашкова описывала эпизод в Забайкалье, когда Лев не разрешил будить подвыпившего пожилого бурята, положившего голову ей на колени. «Оставьте его, пусть спит. Аборигенов нужно уважать, ведь они потомки монголов». И только десятилетия спустя, пишет она, я поняла, что уже тогда, в 1931 году, в свои 19 лет, Л.Н. любил монголов. Примечание. Дашкова. Лев Гумилев, начало 30-х. Мера, 1994 год, номер 4, страница 96. Конец примечания. Много позже, в 1990 году, в самом пространном и в то же время самом глубоком интервью, оно осталось почти неизвестным в Москве и Санкт-Петербурге, так как печаталось тогда лишь в газете «Советская Татария», Л.Н. говорит: в разгар гражданской войны Средняя Азия вполне имела возможность отделиться от России, потому что обе железные дороги, соединявшие юг страны с Москвой, были перерезаны. Одна Дутовым, другая мусаватистами в Азербайджане. Однако даже попытки такой не было сделано. Знаете, я там был в 1932 году, ходил босой, в белом халате и челме, разговаривал на плохом таджикском языке, который тут же и выучивал, и никто меня не обидел. К сожалению, есть и факты другого рода, но и то, о чем я говорю, факты. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва. Экопрос. 1994 год. Страница 262. Конец примечания. Факты другого рода. Осторожная, блестящая формула. В 1990-х годах они уже проявились,
Но было трудно себе представить, к чему все придет в конце 90-х. Все это шло независимо от воли таджикского народа, которую уважал и любил Лев Николаевич. Хотел ли этот народ фактического возврата к феодализму? Название режима 90-х годов и его современная атрибутика – самолеты, мерседесы, мощная охрана президента – не меняют сути дела и хаосу. Хотел ли он гражданской войны, десятков тысяч жертв, ухода тысяч таджиков и узбеков через реку в соседний Афганистан и трудного возврата потом? Мог ли ЛН поверить в массовое, так сказать, выдавливание русских? Раньше, в его время, русского врача, учителя, строителя ГЭС чтили и уважали. Кто бы мог предвидеть, что население России с ужасом будет произносить чуждые имена бандитов и безучастно наблюдать по телевидению сцены умыкания и убийства даже тех людей, которые искренне пытались помочь народу Таджикистана? Думаю, что все это риторические вопросы. В том самом предкатастрофном 1990 году ЛН предупреждал: бессмысленно переносить прибалтийские особенности на Чукотку или Памир. Право выбора пути всегда принадлежит этносу. За ним решающее слово. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва. Экопрос. 1994 год. Страница 267. Конец примечания. Этносу не дали решать. За него решали амбициозные политики. Итак, экспедиции 30-х годов были для ЛН уроками жизни, общения, понимания огромности и разнообразия страны. Экспедиции были и отрешением от Ленинграда, недоброго и все-таки любимого. Они позволяли вдохнуть свежего воздуха, забыть об унижениях и опасностях так называемой нормальной жизни, вольно пожить в среде дикарей, как писал он Дашковой. Но эта жизнь доставала его и по поводу выездов. Перед Саркельской экспедицией 1936 года всем участникам университетская администрация дала деньги на проезд. Ему нет. Он пошел в учебную часть. «Гумилев, ты чего нервничаешь?» «Да вот, жить не дают». Он швырнул на пол стопку книг. «В экспедицию не пускают». В конце концов он поехал на свой счет, а там на месте Артамонов взял его к себе на раскопки. Примечание. Герштейн. Лишняя любовь. Новый мир. 1994 год, номер 11, страница 164. Конец примечания. В 1949 году они станут работать вместе в Эрмитаже, а после возвращения ЛН из лагеря в 1956 году совместная работа продолжится, а главное, они станут друзьями. Хроника жизни и творчества Николая Степановича Гумилева, Анны Андреевны Ахматовой и Льва Николаевича Гумилева в сопоставлении с событиями истории XX века. Составитель Новикова. Три столбца. Заглавие первого. События российской и мировой истории. Второго. Общественная и творческая жизнь Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. Третьего. Частная жизнь семьи Гумилевых. 1910 год. Столбец первый. События российской и мировой истории. 30 октября. Открытие в Аддис-Абебе дипломатической миссии России. Глава Чемерзин. Столбец второй. Общественная и творческая жизнь Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. 25 сентября. Отъезд Николая Степановича Гумилева в свое второе путешествие в Абиссинию, Эфиопию, выезд из Петербурга в Одессу, оттуда морем, Константинополь, Измир, остров Кипр, Бейрут, Яффа, Каир, порт Саид, порт Шелала, порт Вади-Хальфа,
Порт Судан. 18 ноября. Николай Степанович Гумилев достиг Аддис-Абебы. 19 ноября. Гумилев посетил посла Чемерзина. Знакомство с офицерами Бабичевым около 1871-1955 год, Синиговым, родился в 1872 году, год смерти неизвестен, доктором Кахановским и другими. Третий столбец. Частная жизнь семьи Гумилевых. 25 апреля. Венчание Гумилева с Горенко в церкви святого Николая, село Никольская Слободка Черниговской губернии. 1 мая-июнь. Супруги Гумилевы в Париже. Свадебное путешествие. Лето. Гумилевы в имении матери Николая Степановича Гумилева, Анны Ивановны Гумилевой, в Слепневе Бежецкого уезда Тверской губернии. 9 ноября. Анна Андреевна Ахматова. Он любил 3 вещи на свете: за вечерней пенье, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной и женской истерики. А я была его женой. Николай Степанович Гумилев. В Шоа воины хитры, жестоки, и губы харраритов, галла, сомали, данакилей, людоедов и карликов чаще лесов, своему Менелику они покорили, устелили дворец его шкурами львов. 1911 год. Общественная и творческая жизнь Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. Февраль. Гумилев отправился на озеро Рудольфа, затем на озеро Виктория. Через порт Момбаса в Россию. Александрия, Константинополь, Одесса. 25 марта. Больной, африканская лихорадка, Николай Степанович Гумилев вернулся в Царское Село. Привез шкуры убитых им на охоте зверей и коллекцию картин художников Абиссинии, в основном на христианские темы. Конец марта. Николай Степанович Гумилев написал поэму «Блудный сын». 20 октября. Первое собрание так называемого цеха поэтов на квартире Городецкого, Фонтанка, 143, квартира 5. Частная жизнь семьи Гумилевых. Май-июнь. Поездка Ахматовой в Париж. Николай Гумилев уехал в Слепнево. 13 июля, начало августа. Анна Ахматова приехала к мужу в Слепнево. 15-28 июля. Праздник святого князя Владимира. В день именин Кузьмина Караваева в его усадьбе Борисково Николай Степанович Гумилев представил свою жену родным и друзьям. Лето. А.И. Гумилева купила дом в Царском Селе на улице Малой, дом 63. Дом на лето сдавали. Август. Супруги Гумилевы в Москве, откуда Анна Андреевна Ахматова уехала в Петербург, оттуда в Киев. Сентябрь. Николай Степанович Гумилев вернулся в Царское Село. 17 сентября уехал в Слепнево. 11 декабря. Анна Андреевна Ахматова. Ах, со мной, печальной узницей, ты опять побыть не мог. Конец года. Супруги Гумилевы в Царском Селе. 1912 год. Общественная и творческая жизнь Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. 18 февраля. Разрыв Николая Степановича Гумилева
с Вячеславом Ивановым. Акмеизм. Начало марта. Сборник Анны Андреевны Ахматовой «Вечер». Осень. Анна Андреевна Ахматова. Загорелись иглы венчика в круг безоблачного лба. Ах, улыбчивого птенчика подарила мне судьба. Конец сентября, октябрь. Николай Степанович Гумилев перешел с юридического факультета на историко-филологический факультет, романо-германское отделение университета. Частная жизнь семьи Гумилевых. 25 марта, Пасха. Семья Гумилевых за утренней литургией в церкви Екатерининского дворца. Апрель-май. Супруги Гумилевы путешествуют по Италии. Конец мая. Гумилев уехал в Слепнево. Сентябрь. Семья Гумилевых живет в Царском Селе. 18 сентября. 1 октября. В родильном приюте императрицы Александры Федоровны на 14-й линии Васильевского острова родился Лев Гумилев. По случаю рождения наследника крестьянам Слепнева были прощены долги. В Екатерининском соборе Царского Села в возрасте 2 недель от роду отцом Иаковом Червяковским был крещен младенец Лев Гумилев. 1913 год. События российской и мировой истории. Николай Степанович Гумилев в пути с внештатным русским вице-консулом в Джибути Камиль Галебом. В пути знакомство с консулом Турции Мозар Беем, назначенным в Харер. 17 мая. Николай Степанович Гумилев представлен Деджазмачу Тефери Меконныну. 21-летний губернатор Харера дал разрешение на путешествие по Эфиопии и подарил почетному русскому гостю Николаю Степановичу Гумилеву реку. В России празднуется 300-летний юбилей Дома Романовых. 12 декабря. Смерть императора Эфиопии Менелика II, стратегического партнера России. На трон взошел его 17-летний внук Лидж Иясу V. Общественная и творческая жизнь Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. 26 марта. Музей антропологии и этнографии Академии наук России командировал 27-летнего Николая Степановича Гумилева в Эфиопию в качестве начальника научной экспедиции. Цель – сбор коллекции предметов быта и изучение жизни племен. Рекомендательные письма к послу Чемерзину. 7 апреля. Отъезд экспедиции в Одессу. 12 апреля. Константинополь. 16 апреля. Начало сентября. Эфиопия. 4 июня. Путешествие пешком в пустыне Черчер. 19 июня. Переправа вплавь через реку Уаби, кишащую крокодилами. 24-25 июня. Лихорадка и голод. 26 июня. Шейх Гусейн. Знакомство с вождем Абамуда. 28-30 июня. Путь в Гинир. Поиски золота в реке. Первая половина августа. Возвращение в Харер. Середина августа. Джибути. Около 20 сентября экспедиция вернулась в Петербург. 6-30 сентября Николай Степанович Гумилев сдает в Музей антропологии и этнографии привезенные им из Африки предметы быта и фотографии. 15 декабря Анна Андреевна Ахматова посетила Александра Александровича Блока в его квартире на набережной реки Пряжки, улица Офицерская, дом 57, квартира 21. Частная жизнь семьи Гумилевых. 9 апреля. Николай Степанович Гумилев в письме к жене. «Целуй от меня львеца».
13 апреля. Николай Степанович Гумилев в письме к жене. «Учи Леву говорить и не скучай». 25 апреля. Николай Степанович Гумилев в письме к жене. «Леве скажи, у него будет свой негритенок, пусть радуется. Целую тебя и Левика». Лето. Левушка с матерью и бабушкой в Слепневе. Осень. Анна Андреевна Ахматова в своем так называемом Тверском уединении. «Все мне памятно до боли, Тверская скудная земля». Николай Степанович Гумилев снял комнату в Петербурге по адресу Тучков переулок, 17, квартира 29. Занятия в университете. По праздникам приезжает к семье в Царское Село. 13-26 октября. В Москве у балерины Высоцкой родился сводный брат Льва Николаевича Гумилева Орест. 1914 год. События российской и мировой истории. Сближение императора Эфиопии Лидж Иясу V с Турцией и Германией. 15-28 июля. Австрия объявила войну Сербии. 19 июля, 1 августа. Начало Первой мировой войны. Германия объявила войну России. 20 июля. Манифест о вступлении России в войну. 18-31 августа. Санкт-Петербург переименован в Петроград. Полк участвовал в Галицийской битве, Варшавско-Ивангородской и Ченстахово-Краковской операциях. 3-5 ноября. Битва при Танго. Восточная Африка. Победа колониальных войск Германии над войсками Британии. Общественная и творческая жизнь Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. Начало февраля. Публицистическая статья Николая Степановича Гумилева о политической ситуации в Эфиопии. Умер ли Менелик? Нива. Номер 5. Март. Сборник Анны Андреевны Ахматовой «Четки». С середины до 23 июля. Николай Степанович Гумилев живет в Петербурге в отдельной комнате у Шилейко, 5-я линия, дом 10. На манифестациях перед посольствами в поддержку сербов. Видел разгром посольства Германии. К известию о войне отнесся с воодушевлением. Первая половина августа. Николай Степанович Гумилев принят на военную службу добровольцем, так называемый охотник. Назначен в сводный запасной лейб-гвардии кавалерийский Уланский полк. Вторая половина августа и начало сентября. Николай Степанович Гумилев прошел курс обучения военной службы, частные уроки рубки шашкой. Сентябрь. Отъезд Гумилева на фронт. Конец сентября. Николай Степанович Гумилев назначен в маршевый эскадрон лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка. 2-я гвардейская Кавказская дивизия. 23 сентября. Николай Степанович Гумилев вместе с эскадроном отправлен на фронт к границе с Восточной Пруссией. 13-25 октября. Сражение. Первая половина ноября. Полк из Ковно, современный Каунас, переброшен на польский фронт. Вторая половина ноября. В течение 10 дней Гумилев в непрерывном бою под Петраковом. Первая половина декабря. Николай Степанович Гумилев в боях. 24 декабря. Приказ номер 30 по гвардейскому Кавказскому корпусу о награждении Николая Степановича Гумилева за смелую и удачную разведку Георгиевским крестом 4 степени. Номер 134060. 31 декабря. Гумилев прибыл в полк, где его ждала награда. Частная жизнь семьи Гумилевых.
На Троицу, 25 мая старого стиля, в Слепнево приехал Николай Степанович Гумилев и пробыл до 20-х чисел июня. Лето. Лев, Анна Андреевна Ахматова, А.И. Гумилева и О.А. Кузьмина-Караваева проводят лето в Слепневе. 23-25 июля для прощания с семьей перед отправкой на фронт Николай Степанович Гумилев приехал в Слепнево. Около 27 июля Лев вместе с отцом, матерью и бабушкой вернулись в Петербург. Август. Брат Николая Степановича Гумилева, Дмитрий Гумилев, назначен полковым адъютантом 294-го пехотного Березинского полка. Начало войны, мобилизацию, уход мужа на фронт Анна Андреевна Ахматова восприняла как личное и народное бедствие, но она верила, что «нашей земли не разделит на потеху себе супостат, Богородица белый расстелет над скорбями великими плат». Случайная встреча в парке Екатерининского дворца Левушки с царевичем Алексеем, катающимся на ослике. 22 ноября. В бою при Грабие в Восточной Галиции был контужен, но остался в строю поручик Дмитрий Гумилев. 24 декабря супруги Гумилевы уехали из Петрограда вместе до Вильно, далее Анна Андреевна Ахматова направилась в Киев к матери Горенко. 1915 год. События российской и мировой истории. 28 января, 3 февраля. Войскам Османской империи не удалось захватить Суэцкий канал. 9 марта. Парвус предоставил правительству Германии план свержения монархии в России с последующим заключением сепаратного мира. Лето. Под натиском превосходящих австро-германских сил русская армия в ходе стратегического отступления оставила австрийскую Галицию, часть Прибалтики, русскую Польшу. 5 августа. Войска Германии оккупировали Варшаву. 10 сентября, 19 ноября. Наступление союзников на Салоникийском фронте. Общественная и творческая жизнь Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. Начало года. Корреспонденция Николая Степановича Гумилева с фронта «Записки кавалериста». Биржевые ведомости, 12 выпусков. 13 января. Николай Степанович произведен в чин ефрейтора. 15 января. За отличие в боях против германцев произведен в унтер-офицеры. Конец января. Анна Андреевна Ахматова выступила на сессии 4-й Государственной Думы, читала стихи Николая Гумилева. Февраль, первая половина марта. Николай Степанович Гумилев на фронте, участвует в боях, кавалерийских рейдах, разъездах, засадах. Проведя ночь в седле, Николай Степанович простудился и был отправлен в Петроград. С середины марта Гумилев с воспалением почек в лазарете деятелей искусств на Введенской улице, дом 1. 28 марта. Приказ главнокомандующего Западным фронтом номер 3332 о производстве Николая Степановича Гумилева в чин прапорщика и переводе его в 5-й гусарский Александрийский Его Величество полк, так называемые «черные гусары» или «гусары смерти». Знакомство в лазарете с поэтом Струве, 1890-1948 годы, племянником Петра Струве. Начало июня. По состоянию здоровья Гумилев признан негодным к военной службе. Невзирая на плохое состояние здоровья, добился переосвидетельствования и признания его годным. Уехал на фронт и в составе полка участвовал в непрерывных боях. 2 ночи, с 5 на 6 и 6 на 7 июня, самые ожесточенные бои с австрийцами. Гумилев спас из-под огня офицера артиллерии Кузьмина-Караваева,
за что был представлен ко второму Георгиевскому кресту. 29 августа. Николай Степанович Гумилев прибыл в полк, с трудом его разыскав. Сентябрь. Из-за затяжки дела с производством в прапорщике Гумилев уехал в Петербург и начал хлопоты об ускорении перевода в 5-й гусарский Александрийский полк. 15 декабря. Сборник стихов Николая Степановича Гумилева «Колчан». 25 декабря. Приказ по 2-й гвардейской Кавказской дивизии номер 148-Б о награждении Николая Степановича Гумилева Георгиевским крестом 3-й степени и бантом. Частная жизнь Гумилевых. Льву Гумилеву 3 года. В начале января Анна Андреевна Ахматова вернулась в Царское Село. Левушка с бабушкой и матерью в Царском Селе. Кратковременные приезды Николая Степановича Гумилева к семье. 5 апреля. Фотография Николая Степановича Гумилева с женой и сыном с дарственной надписью «Дорогой мамочке от Коли, Ани и Левы». Царское Село, 5 апреля 1915 года. 14 апреля. От Левушки неожиданно ушла нянька. Для того, чтобы чаще навещать мужа, Ахматова переехала в Петроград на Большую Пушкарскую улицу, 3. Заболела бронхитом. Май-июнь. Анна Андреевна у сына и свекрови в Слепневе, где у нее снова стал развиваться туберкулез. Решение отправить ее на юг, в Крым. Николай Степанович Гумилев в письме к жене от 6 июня. «Целуй львенка, я о нем часто вспоминаю и очень люблю». Конец июля, начало августа. Встреча Левы с отцом, который приехал в Слепнево в кратковременный отпуск. 5 августа. Анна Андреевна Ахматова вернулась в Царское Село. Туда же приехал муж. Жили во флигеле. Врачи удостоверили, что у Анны Андреевны Ахматовой в верхушке легкого туберкулезный процесс. Август. 12 дней Анна Андреевна вместе с Страннолюбской ухаживала за больным отцом. 25 августа. Смерть Андрея Антоновича Горенко. Сентябрь. Лев с бабушкой приехал к родителям из Слепнева в Царское Село. С осени до весны вся семья Гумилевых, отец, мать, бабушка и Лев, жила в Царском Селе. Это последняя зима, проведенная ими вместе в Царском Селе. Октябрь. Анна Андреевна Ахматова из-за обострения хронического туберкулезного процесса на лечении в Финляндии. 1916 год. События российской и мировой истории. 16 мая. Император Николай II с супругой посетил госпиталь имени Ее Величества императрицы Александры Федоровны в Евпатории. Лето. Царская семья в Ливадийском дворце. 19 июля. В 14 часов прапорщик Николай Степанович Гумилев представлен императрице Александре Федоровне. С августа. Русские части на Салоникийском фронте постоянно на передовой. Октябрь 1916, январь 1917 года, на фронте окопная война. Общественная и творческая жизнь Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. 29 мая. Гумилев в Царскосельском военно-санитарном поезде номер 143 Ее Величества императрицы Александры Федоровны выехал в Севастополь. 1 июня. Гумилев прибыл в Массандру. До 7 июля проходил лечение в госпитале. 18 июля. Врачебная комиссия признала Николая Степановича Гумилева годным к строевой службе. Предписание отправиться на фронт. С 23 июля до 18-19 августа Николай Степанович Гумилев в полку на фронте. К 30 августа, праздник 5-го Александрийского полка, Гумилев написал стихотворение
в вечерний час на небосклоне, посвященная командиру полка полковнику Коленкину. Год рождения 1871, год смерти неизвестен. Около 25 октября Николай Степанович Гумилев вернулся в полк. 29 декабря Гумилев отбыл в полк. Частная жизнь семьи Гумилевых. Леве 4 года. Зима. В ожидании производства в следующий чин Николай Гумилев живет с семьей в Царском Селе. Весна. Николай Гумилев часто в церкви. Великий пост говеет в Царскосельском Екатерининском соборе на первой неделе Великого поста с 22 февраля старого стиля и на Страстной неделе с 4 апреля старого стиля. На 2-3 дня Николай Степанович Гумилев приезжал в Петроград. Около 5-6 мая. Состояние здоровья Николая Гумилева ухудшилось. По настоянию полкового врача он был срочно отправлен на лечение в Царское Село, в лазарет Большого дворца, в котором великие княжны вместе с императрицей исполняли работу сестер милосердия. Врачи констатировали у Николая Степановича Гумилева процесс в легких. На Троицу Николай Гумилев приехал в Слепнево и пробыл 3 дня с семьей. 26 июня. Марина Ивановна Цветаева. Рыжий львеныш с глазами зелеными, страшное наследие тебе нести. С лета до начала зимы по настоянию врачей Ахматова жила в Крыму. Около 12-14 по 23 июля Николай Степанович Гумилев в Петрограде. Во второй половине августа Николай Степанович Гумилев в Петрограде снял комнату Литейный проспект, дом 31, квартира 14. Около 22-23 декабря Николай Степанович Гумилев приехал в Петроград. 24 декабря Гумилев вместе с женой О.А. и К.Ф. Кузьмиными-Караваевыми уехал из Петрограда в Слепнево. 25 декабря старого стиля Рождество вся семья Гумилевых отметила в Слепневе. 1917 год. События российской и мировой истории. 11 февраля. Тефери Меконын коронован в качестве наследника императорского престола Эфиопии. 23 февраля. Февральская революция. 2 марта. Отречение императора Николая II от престола. Власть перешла к Временному правительству. 9 марта. Манифест великого князя Кирилла Владимировича. Лозунг «Царь и Советы». 21 марта. Арест Николая II в его ставке в Могилеве и перевоз к семье в Петроград. 5-15 мая. Наступление на Салоникийском фронте. 18 мая. Генерал Дитерихс, 1874-1937 годы, потрясенный гибелью своих лучших бойцов, направил Верховному командованию межсоюзническими войсками рапорт о необходимости отправки его бригады с Салоникийского фронта в тыл. 24 мая. Приказ об отводе русской бригады в тыл. Начало июня. Генерал Дитерихс срочно отозван в Россию. Июль-август. Восстание русских бригад в лагере Ля Куртин. 13 августа. Последний день, который император Николай II и его семья провели в Царском Селе. 20 сентября, 3 октября, 25 октября, 7 ноября. Временный совет Российской Республики, предпарламент, совещательный орган при Временном правительстве, Струве в его комиссии по иностранным делам. 25 октября, 7 ноября, переворот в Петрограде. 7-20 декабря, образование ВЧК. Декабрь,
Петр Струве участвует в генеральских собраниях в Новочеркасске и избирается членом Совета добровольческой армии. Общественная и творческая жизнь Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. С первой половины января Николай Степанович Гумилев на фронте. 6 февраля. Стихотворение Николая Степановича Гумилева «Взгляните, вот гусары смерти». 4 марта. Полк переформирован в лейб-гвардии 1-й Уланский полк. 22 марта. Приказ номер 88 по полку о том, что прикомандированный к управлению интенданта 28-го армейского корпуса прапорщик Николай Степанович Гумилев болен и с 8 марта принят на учет 134-го тылового распределительного пункта. 30 марта. Приказ по войскам 5-й армии номер 269 за отличие в делах против неприятеля прапорщик Гумилев награжден орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. 2 мая. Николай Степанович Гумилев в распоряжении начальника штаба Петроградского военного округа для отправки на пополнение офицерского состава в особую пехотную бригаду, действующую на Салоникийском фронте. 8 мая. Приказ по Александрийскому 5-му гусарскому полку номер 139 об исключении прапорщика Гумилева по выздоровлении из числа больных и отправке его в командировку с 2 мая. Май. Николай Степанович Гумилев назначен на Салоникийский фронт в особую пехотную бригаду под командованием генерал-майора Дитерихса, русского экспедиционного корпуса сербской армии. 15 мая. С финляндского вокзала Петрограда Николай Степанович Гумилев уехал в русский экспедиционный корпус с гражданским паспортом в качестве специального корреспондента газеты «Русская воля». 20 мая. Николай Степанович Гумилев прибыл в Стокгольм. 5 июня. В Берген. Оттуда морем в Лондон, где живет около месяца. 1 июля. Николай Степанович Гумилев в Париже живет на рю Камбон, 59. 2 июля. Николай Степанович Гумилев прикомандирован в распоряжение представителя Ставки Верховного Главнокомандующего и Временного правительства во Франции военного комиссара генерала Занкевича, 1872-1945 годы. По приказу номер 30 по русским войскам во Франции младший лейтенант Гумилев находился в составе управления военного комиссариата и был офицером для поручений при военном комиссаре Раппе. Лето. Николай Степанович Гумилев составил для объединенного командования Антанты записку об Абиссинии на французском языке, анализ возможностей Эфиопии в мобилизации добровольцев для пополнения союзнических войск. Сентябрь. Сборник стихов Анны Андреевны Ахматовой «Белая стая». До 21 сентября. Гумилев формально числится в Александрийском полку. Приказ номер 281 по полку о его исключении из списков полка на основании отношения от 6 сентября номер 157201 дежурного генерала главного штаба начальнику 5-й Кавказской дивизии. 22 декабря. Драматическая поэма Николая Степановича Гумилева «Гондла». Русская мысль. Номер 1. Частная жизнь семьи Гумилевых. Леве 5 лет. Зиму Лева живет у бабушки в Слепневе. Анна Андреевна Ахматова волновалась. Надо ждать больших перемен в жизни. Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции. Будет, может быть, хуже. В мартовские дни Анна Андреевна Ахматова, не обращая внимания на опасность стрельбы, ходила по городу одна, впитывая впечатления. Видела манифестации, видела, как великий князь Кирилл Владимирович водил свой полк к Таврическому дворцу присягать Временному правительству.
Около середины марта Николай Степанович Гумилев заболел. Приехал в Петроград. Врачебная комиссия констатировала у него обострение процессов легких и предписала 2 недели лечения в 208-м городском лазарете, Английская набережная, дом 48. Вторая половина марта и апрель. Николай Степанович Гумилев в лазарете. Стихотворение «Мужик». С апреля до первой половины мая. Николай Степанович Гумилев в Петрограде. Считая, что без дисциплины воевать нельзя, он хлопочет о переводе его на Салоникийский фронт, где была дисциплина. Пользуется содействием М.А. Струве, служившего при штабе. По рекомендации художника Анрепа 1852-1927 годы Николай Степанович Гумилев остановился у писателя Бекгофера, встречался с писателями Честертоном, Йейтсом, Гарднером, критиком и художником Фрайем. Посещал имение Гарсингтон-Манор, близ Оксфорда, леди Оттолины Моррелл, имевшей многочисленные родственные связи с высшей британской аристократией. Там собирались члены литературного кружка Блумсбери. Лето. Анна Андреевна Ахматова в Слепневе с сыном и свекровью Гумилевой. Из-за Гумилева между Петербургом и Парижем идет длительная переписка. Из Петербурга шли приказы прапорщику Гумилеву немедленно отбыть в Салоники. Но в Париже военное начальство сопротивлялось, хотя из столицы на них оказывалось давление. После октября переезд Гумилевой, Сверчковой и Левы на квартиру в город Бежецк, улица Рождественская, современная улица Чудова, дом номер 68/14. Леву уговаривали приехать назад, но ему казалось, что перед ним открылись горизонты новой жизни. 1918 год. События российской и мировой истории. Установление политики военного коммунизма в 1918-1921 годах. 19 января старого стиля. Воззвание патриарха Тихона. 20 января. Декрет СНК Российской Республики об отделении церкви от государства и школы от церкви. Подготовлен наркомом юстиции эсером Штейнбергом 1888-1957 годы и заведующим отделом законодательных предположений наркомюста Рейснером. 3 марта. Большевики в Брест-Литовске заключили сепаратный мир. Эстония, Латвия и Украина оккупированы Германией. 6 марта. Высадка английского военного десанта в Мурманске. 10 марта. Переезд советского правительства в Москву. Май-июнь. Начало мятежа Чехословацкого корпуса. 20 июня. Убийство Володарского. Руководством Петросовета впервые высказано мнение о необходимости превентивного террора, направленного против врагов революции. 6 июля. Убийство посла Германии Мирбаха Блюмкиным, 1898-1929 годы. 7 июля. Мятеж левых эсеров и его провал. Подавлены восстания в Ярославле, Вологде, Арзамасе, Муроме, Великом Устюге и других. 17 июля. Расстрел семьи императора Николая II. 30 августа. Убийство председателя ЧК Урицкого. В Москве покушение на Владимира Ильича Ленина на заводе Михельсона. 5 сентября. Постановление СНК РСФСР о красном терроре. К октябрю общее количество жертв террора в Петрограде достигло 800 человек расстрелянных и 6229 человек арестованных. Декабрь. Петр Струве из Петрограда нелегально перешел по льду в Финляндию. В Гельсингфорсе вошел в Национальный комитет при генерале Юдениче. Общественная и творческая жизнь Николая Степановича Гумилева
и Анны Андреевны Ахматовой. 2 января. Гумилев по собственному желанию командирован в Англию для направления в действующую армию Антанты на Месопотамский фронт. 4 января. Гумилев оставлен на учете старшего коменданта русских войск в Париже. 8 января. Рапорт ходатайства Гумилева на имя представителя Временного правительства о назначении его на Персидский фронт. Генерал Занкевич дал свое согласие. Но к отправке Николая Степановича Гумилева на Ближний Восток возникли препятствия со стороны Англии. Россия выбыла из войны. 21 января. Оставив в Париже свои вещи, часть коллекции по искусству Востока, папку с бумагами и книги, Гумилев прибыл в Лондон. Февраль-март. Гумилев работал в шифровальном отделе Русского правительственного комитета в Лондоне. Перед возвращением в Россию Николай Степанович Гумилев пробыл 1-2 дня в Париже. Около 4 апреля Николай Степанович Гумилев выехал из Лондона через Ньюкасл 10 апреля и Мурманск. Гумилев оставил в Лондоне все, что относилось к его воинской службе во Франции. Конец апреля, начало мая. Гумилев прибыл в Петроград. Пасха 5 мая, нового стиля. 5 июня. Гумилев зарегистрировался в военном комиссариате. Июнь. Третье издание сборника стихов Николая Степановича Гумилева «Романтические цветы». Гумилев об этнографическом музее. «Я хожу туда, трогать дикарские вещи, что когда-то я сам издалека привез. Чует запах их странный, родной, зловещий, запах лада на шерсти звериной и роз, и я вижу, как знойное солнце пылает, леопард, изогнувшись, ползет на врага, и как в хижине дымной меня поджидает для веселой охоты мой старый слуга». 3 июля. Гумилев окончил трагедию «Отравленная туника». 19 ноября. В бывшем особняке купца Елисеева, набережная река Мойки, 59, открыт Дом искусств, а при нем литературная студия. Гумилев вел курс по драматургии и практические занятия по поэтике. 7 декабря. Заметка-донос заместителя наркома просвещения РСФСР Пунина «Попытка реставрации». Искусство коммуны номер 1. Николай Степанович Гумилев получил ярлык злостного реакционера, пробравшегося в советские идеологические учреждения, чтобы разрушить их изнутри. Частная жизнь семьи Гумилевых. Леве 6 лет. Николай Степанович Гумилев. «Как в омут погружусь бездонный, в дикую мою родную Русь». Трудности возвращения в Советскую Россию с паспортом Временного правительства. В начале мая, на второй день по возвращении Николая Степановича Гумилева в Петроград, Анна Андреевна Ахматова попросила дать ей развод. С 8 мая Николай Степанович Гумилев живет в квартире редактора «Аполлона» Маковского, который уехал в Крым, на Ивановской улице, дом 20/65, квартира 15. Современная улица Социалистическая, дом 25. Начало лета. Леву перевезли в Бежецк. 23 июня. На Троицу Гумилев с Ахматовой совершили последнюю совместную поездку к сыну в Бежецк, где пробыли до 26 июня. 28 июня. «Миг». Африканская поэма. Николай Степанович Гумилев посвятил ее сыну, сделав на книге надпись «Это сыну Льву, пускай он ее дерет и треплет как хочет». Лева выучил поэму наизусть. 13 августа. А.Н. Гумилева, Энгельгард, переехала на квартиру к мужу. 16 августа. Николай Степанович Гумилев вместе с женой приезжает в Бежецк, чтобы познакомить ее с родными. Осень. Анна Андреевна Ахматова вышла замуж за
ассириолога Владимира Шилейко, 1891-1930 годы. Живут они в Мраморном дворце. Около 20 сентября Гумилевы вместе с А.И. Гумилевой и Львом вернулись в Петроград. 30 сентября с семьей Гумилевых воссоединилась семья брата Д.С. Гумилева. 20 октября из Царского Села переехала А.И. Гумилева. Лев стал жить с бабушкой, отцом и его второй женой на углу улицы Ивановской и Николаевской, затем на улице Преображенской, дом 5, современная улица Радищева. Времена тяжелые. Анне Ивановне приходится стоять в очередях, чтобы раздобыть продукты. Голод и холод. Конец декабря. На Рождество из Бежецка приехала Сверчкова. Гостила до начала января.